Чего? Кажется, проводку, запах чувствуешь? Да ты горишь! Как? Где же огнетушитель? Вызывай пожарных! На, держи мой! Была машинка, нет машинки. Электропроводку замкнуло под панелью. Внедорожник сгорел за считанные минуты. Огнетушитель не помог. Языки пламени это каким-то образом сбило немного, вот, но эффекта не дало. Бытует мнение, что огнетушители замерзают. Проверим. В лаборатории. По ГОСТу огнетушители должны работать при температуре до минус 60 градусов. Мы заморозили 3 пары автомобильных порошковых и углекислотных огнетушителей. В климатической камере до минус 20, 30 и до минус 40 градусов. Начнем с легкого морозца. Порошковый был заморожен при минус 20. Поджигай. Чеку вынь. Да подожди, так ты его поломаешь. Встряхни и нажимай. Там внутри порошок, похожий на тальк, и газ, создающий давление. Давай туши скорей. Порошковый. Работает. Теперь углекислотный. Холодно. Аккуратнее, он выпускает струю холодного газа минус 72 градуса. И что? Ну лучше надеть перчатки. Первый огнетушитель изобрел немец Захария Грейл в начале 18 века. Деревянную бочку с порохом и запалом наполняли водой. И бросали в огонь, где она взрывалась. В 19 веке появились первые порошки на основе бикарбоната натрия и углекислотные огнетушители. А современный внешний вид они приобрели около 70 лет назад. При минус 20 никаких проблем. Оба сработали. Эти заморожены до минус 30 градусов. Странно, эти работают при минус 30, а мой почему-то отказал. Температура тут ни при чем. Недостаток порошковых огнетушителей в самом порошке. Мелкие, похожие на пыль гранулы, со временем спрессовываются. Держите баллон под рукой, а раз в полгода и обязательно перед использованием встряхните. Принципы действия огнетушителей абсолютно разные. Углекислота вытесняет кислород и охлаждает поверхности, а порошок засыпает огонь, прилипая к горячим агрегатам и обшивке. Тушить подкапотное пространство лучше порошковым. Пожар под капотом? Ставьте на ручник и глушите двигатель. Открывать капот нужно аккуратно, как бы прикрываясь им. Открыли аккуратненько, отстранились. Увидели, что там, и начали тушить. Если под капотом горит, еще попробуй туда доберись. Сейчас проверим. Заморожен до минус 40. Давай, туши. Работает. Как показал эксперимент, одного нового 2-литрового огнетушителя не хватает даже для того, чтобы потушить покрышку. Опытные шоферы и автогонщики советуют возить 2 огнетушителя объемом не меньше 3 литров. В серьезной ситуации, как возгорание, то может помочь только хороший, большим объемом огнетушителя. Следите за сроком годности и датчиком давления в баллоне. Посмотрим, собьет ли пламя под капотом углекислотный. Закончился! Есть еще! Нету! Если своими силами огонь уже не потушить... Берите из машины самое ценное и бегите! Те, которые замораживали до минус 40, тоже сработали. Да, ну и 2-литрового баллона может не хватить. Точно. Лучше возить 2. Углекислотный от скрытого горения. Порошковый для открытого пламени. И читайте инструкцию.